Время от времени из родильных домов Москвы и роддомов других российских городов в консульство поступают звонки с жалобами. Та или иная таджичка рождает ребенка и бросает его в роддоме. По словам консула, возросло число женщин и девушек, занимающихся проституцией. Мировой финансовый кризис повлиял на жизнь не только мужчин-мигрантов, но и женщин, отправляющихся на заработки. Независимо от социального положения, кризис в жизни каждого человека имеет определенное место. Еще одно стоит заметить. В роддомах наши женщины рожают и бросают своих детей. Нам звонят и говорят: ваши женщины рожают и отказываются от своих малышей. Они бросили столько-то детей. С наступлением мирового кризиса московские и таджикские мигранты стали испытывать ряд трудностей, в связи с чем увеличилось количество обращений с жалобами в различные правозащитные органы. На обсуждениях круглого стола информационного правового центра «Миграция и закон» были озвучены данные по невозвращенным деньгам таджикским мигрантам – более 20 миллионов российских рублей. Такова сумма, незаплаченная за труд мигрантов работодателями России. Возросли количество нарушений прав трудовых мигрантов со стороны различных субъектов миграционного процесса. Это и работодатели, на долю которых приходится основная часть нарушений прав. 7 миллиардов долларов находятся в обороте теневой экономики. Все это деньги, приносимые трудовыми мигрантами. С наступлением кризиса число преступников в ряду трудовых мигрантов заметно выросло. В доказательства эксперты апеллируют цифрами. 40% совершенных преступлений относятся к мигрантам. Представители правозащитного центра, рассмотрев эти данные, отрицают факт причастности мигрантов к этим преступлениям. Специалисты считают, что только 2 или 3% преступлений относятся к мигрантам. В то же время стоит озвучить преступления самих российских органов правопорядка. Один из примеров случился с таджикским трудовым мигрантом из Бахтарского района Хатлынской области Таджикистана. Российский милиционер выстрелил в него, за что был приговорен к 11 годам лишения свободы. Мигрант, получивший тяжелые черепно-мозговые ранения, несколько месяцев пролежал в больнице. То, что он остался в живых, медики считают чудом. Сейчас он вернулся на родину. И количество преступлений, совершаемых иностранными гражданами, возрастет. Ну, наша практика дает другие данные. Нет, количество грабежей и кражей не стало больше, но количество проверок, да, контрольных каких-то мер стало больше, и, конечно, количество депортаций возросло. Это можно посмотреть и по статистике Федеральной миграционной службы. Количество преступлений, структура этих преступлений, как уже мы отметили, оно возросло за счет именно подделки документов. Это не особо тяжкое или тяжкое преступление. За 11 месяцев 2009 года из числа таджикских мигрантов 602 человека ушли из жизни. Из них 86 человек были убиты. Одна из причин, почему кризис так сильно ударил по мигрантам, это нехватка рабочих мест. Это трудности с получением разрешения на трудоустройство. На сегодня существует квота для трудовых мигрантов. Реальное же число желающих работать в России намного превышает эту квоту. И в этом тоже трудность для мигрантов. Около 50% работодателей обманывает. Это, я считаю, обман на самом деле. Прикрываясь кризисом, мне выдают заработную плату по 3-4 месяца, но иногда бывает и год, и полгода. Не выдают заработную плату и отпускают ребят назад. Но при этом, зная о том, что они не имеют средств, они используют в полную силу мигрантов для того, чтобы строить даже объекты социального характера, которые идут под заказ от государства. Сегодня со стороны Федеральной миграционной службы разрешение дается не как обычно на год, а на 3 месяца. Это тоже в пользу государства, но это приносит определенные трудности мигрантам.
В связи с мировым кризисом многие мигранты, почувствовав угрозу своей безопасности, потеряли работу и стали возвращаться на родину, чтобы переждать пик кризиса. Решение на работу. Это также повлияло на то, что большая часть из тех трудовых мигрантов, которые даже имея формальную работу, не могли оформить разрешительный документ. И вольно или невольно оставались в теневом секторе. А что это такое? Это, прежде всего, так сказать, влияет на характер жизни, на то, что человек, чувствуя себя незащищенным, боится появиться, так сказать, в тех или иных общественных местах, что он подвергается в той или иной степени различным действиям со стороны силовых структур, так сказать, милиции, и нередко это заканчивается поборами несправедливыми. Ну и, конечно, так сказать, все это не красит российскую, так сказать, ситуацию, поскольку, на наш взгляд, мы должны быть благодарными за тот труд, который трудовые мигранты, в частности из Таджикистана, оставляют в России. И когда нам говорят, что мигранты вывозят, так сказать, с собой деньги, мы хорошо понимаем, что каждый, так сказать, рубль, вывезенный из России трудовыми мигрантами, оставляет 5-6 рублей здесь, в России. Пункт денежных переводов в период финансового кризиса отмечает спад переводов денег из Российской Федерации в бывшие советские республики. Рынок, конечно, подвергся влиянию кризиса. Мировой кризис повлиял на динамику среднего чека. Если в декабре 2008 года средний чек, перевод Российской Федерации Таджикистан составлял $617, то на сегодня это $470. Конечно, здесь повлиял и курс доллара, но снижение зарплат на лицо, однако мы считаем. Раньше проблемы в этой сфере не отмечалось, но кризис внес свои коррективы и в эту работу. Из Российской Федерации в Таджикистан составил с января по сентябрь 2009 года $326 миллионов. Система денежных переводов Unistream занимает от общего объема, это составило 25% рынка. Представители Министерства внутренних дел Таджикистана по вопросам миграции в России. В течение 1 года здесь зафиксировано более 600 заявлений с обращениями от мигрантов. Жалобы касаются невыплаты зарплаты и других социальных проблем. Например, фирма в районе Кузьминки. Там работали 22 человека, наши соотечественники. Им не вернули за работу деньги. Они должны были им выплатить примерно 1,5 миллиона российских рублей. У мигрантов не было трудового соглашения с работодателем. Мы вместе с прокуратурой пришли и смогли решить проблему. Мигрантам вернули их деньги. Работники таджикского представительства Министерства внутренних дел в российском городе Рязань задержали коррупционеров в погонах. Местная милиция поддерживала преступные группы из Матчевского района Таджикистана, которые притесняли своих соотечественников, работающих в городе. Мировой финансовый кризис породил большое количество подобных явлений. Мало того, действительно стало очень много примеров рабского труда, принудительного труда, даже примеры трафика. И мне кажется, что теперь одним из направлений работы организаций, которые занимаются вопросами защиты прав человека именно по вопросам трафика и по принудительному труда, надо возвращаться в Российскую Федерацию и заниматься нашими гражданами там. С такими проблемами к нам обращаются многие трудовые мигранты. Жалуются на работодателей, хотят, чтобы им помогли вернуть заработанные деньги. К нам поступило 200 заявлений с начала 2009 года. Все они связаны с недополучением зарплаты. 95% заявлений решены в пользу мигрантов. Денег возвращено на сумму 1 миллион 700 тысяч рублей. Тимур – житель Бабаджана-Гафуровского района Сагдийской области. 3 года назад он приехал в Россию. В подростковом возрасте он остался сиротой. Его отца, работника силовых структур, убили во время исполнения служебного долга в Узбекистане. Его мама, не вытерпев потери, ушла из жизни после продолжительной болезни.
Было тяжело, конечно, больно, но перетерпел. Стал работать, чтобы не отстать от жизни и от других людей, чтобы не зависеть по жизни. Тимур – единственный ребенок в семье. После потери родителей он отправился на заработки в Россию в поисках лучшей доли. Мне друг посоветовал приехать в Россию. Сказал, тут зарплата хорошая. Я поехал в Новосибирск, потом в Горном Алтае работал. Теперь вот в Москве. Всякое, конечно, за все это время было. И денег не платили, и жить негде было. Сегодня Тимур заканчивает строительные работы в этом здании. Он красит стены и клеит обои. Везде говорят кризис. На работу не брали, сокращали, выгоняли даже, не платили, все говорили кризис. В Таджикистане его ждет любимая девушка Мадина. Родители любимой девушки обещали ее отдать, если он соберет необходимую сумму на свадьбу. Сегодня ради своей любви Тимур стал мигрантом. Вот приеду, свадьбу большую сыграю, всех приглашу, вас приглашу, друзей, родных своих. В мире до сих пор царит кризис. Крупнейшие известные компании развитых стран переживают непростые времена. Кризис вносит коррективы и в жизнь простых мигрантов, каждый из которых ищет свое решение проблемы, ищет свою дорогу к личному счастью и к своей мечте.